С 2010 года в рамках национального проекта «Демография» в Якутии успешно реализуется мера государственной поддержки «Социальный контракт» как механизм поддержки семей с невысокими доходами. К примеру, за последние 3 года в Аймяконском районе заключено 243 социальных контракта. Это значит, что 243 семьи района смогли поправить свое материальное положение. Наш сегодняшний рассказ о семьях, начавших свой бизнес с получения социального контракта. Семья Андросовых образовалась в 2010 году. Алена – финансист, экономист. Афанасий учился в колледже культуры и искусств. Но, как говорит Алена, у него всегда была коммерческая жилка. А если получается, то почему бы и не попробовать? Далека от этого была. Это у меня Афанасий, как бы он предприимчивый. У него есть такая жилка, торговать, бизнесмена. Вот, как сказать, он начал заниматься этим. У него вот идея была и, как сказать, планы. Начали же мы продавать с рыбы. Он, вернее, продал. Я работала, налоговой работала, бухгалтером в Сарлах-Сурме работала. А он продавал потихоньку, скажем так, начинали бизнес без ничего, с нуля, можно сказать. Рыбу продавал, ездил по предприятиям. Вот. И он вот видел, что это хорошее будущее, что есть перспектива для бизнеса вот именно в Уснере, что люди берут хорошо, интересуются нашей, в то время рыбой, конечно. Потом потихоньку мясо подключил, стал мясо продавать. Вот. А потом вот мы решили, что надо строиться, что нам надо помещение. Вот так ездить по предприятиям, продавать, заявки собирать и разносить как бы неудобно. Мы взяли кредит в этом. Фонд поддержки малого предпринимательства есть такое предприятие. Мы вот там взяли, там кредит дают, льготные эти условия у них там для северных, для этих производственников. И вот мы в фонд поддержки обратились. И там в плане же надо писать как бы бизнес-план, что мы планируем. Мы вон туда включили свои полуфабрикаты и вот копчение рыбы. Вот на такое они как бы льготные условия по фонду. Надо было поручителя или под залог. Мы вот квартиру свою под залог дали, как бы, оформили и получили 800 тысяч. И вот на эти деньги мы построили вот это здание. Когда здание построили, естественно, это как расширение идет. Работники нужны, помощники нужны. И Афанасий как бы предложил, что давай ты тоже будешь мне помогать. Я никак не могла уйти с зарплатной что гарантии было в зарплате для меня это было. Главное, как бы думала, что вот без зарплаты как я буду. Без уверенности, как бы я считала, что в бизнесе немножко есть риск. Поэтому как бы мне казалось, что хотя бы один человек в семье должен работать, чтобы зарплата ежемесячно была. Вот, поэтому я долго не соглашалась. Однажды я ему объявила, что я все-таки решила. Уговорил. В общем, да. Уговорил, и я не жалею. И думаю, что правильно сделала. Постепенно пришли к мысли о переработке мяса. Кроме распиловки, стали делать фарш, котлеты, фаршированный перец, голубцы. Летом вот построив мангал, по Ютубу посмотрел, через Ютуб. И вот кирпичами построил мангал, и вот всю зиму продавал здесь шашлыки. А вот из вашей продукции что вы считаете самое такое, ходовое, лучше всего продается? Что? Фарш очень сильно идет, быстро, очень много фарш идет. Больше всего, если по объему смотреть, фарш, говядина, свинина, особенно вот по объему вообще. Фарш идет. Говяжий, свиной особенно. Ну и полуфабрикаты тоже берут, конечно. Сейчас. В этом году уже больше стало людей. В этом году клиентов у нас еще
по покупателям смотреть больше стало. И вот А вы интересуется. ведете учет покупателей? Мы же все равно смотрим, сколько брали в прошлом году, и сколько сейчас берут. Мы же себе отчет тоже делаем. Да. Она у меня Мы бухгалтер. не считаем, конечно, каждого покупателя, но по объему продукции, то вот сколько мы сделали вот за зиму, получается, как бы в этом году намного больше. По мнению покупателей, здесь всегда свежие полуфабрикаты. И это действительно так. Готовится небольшими порциями, реализуется на месте и поставляется по договору в один из магазинов райцентра. В магазине полуфабрикаты от Андросовых отличить легко. Фонд поддержки предпринимательства одобрил и изготовил им рекламную наклейку. Ежегодно покупаю мясо говядины побольше, потому что мне там мясо нравится, и цены у него очень приемлемые. Вот эти готовые продукцию делает, полуфабрикаты, да. Пришли на скорую руку быстренько, приготовили, зажарили, сварили, сели, и ужин, и обед уже готов, как говорится. Недавно вот я у него брала. Вообще я пошла за мясом очередной раз и увидела прямо на тазу красивые, свежие рыба-чир, малосолка. Я не удержалась. Принесла домой. Боже, какая вкуснятина, правда, очень свежая, жирная. Вот, прям самое то вкуснятина. Сходила, купила и наслаждаемся натуральным мясом, натуральной рыбой, натуральной пищей нашей местной. В основном у него даже заяц у него есть, мясные потроха. Мы тоже якутскую кухню люблю, и там все есть, можно все приобрести. На закупки глава семьи ездит сам. Перед Новым годом ездил в Иркутск. Вот мясо все оптом сразу, тонн почти 10 купил там. Свинину, говядину, баранину. Оттуда все привез. У тебя уже есть кто-то там знакомый? Да, есть у меня там люди, которые ездим с ним под этим. Он знает места, Деревням, где по деревням заказываем мясо, вот там берем. Еще вот бузы берут тоже с Улан-Удэ. Там уже сколько лет с ним работаю. Занимается рыбой, вот зырянка, особенно мне продает чебака, чебак вялер продаю, чир и чакурдак. Вот в этом году взял озерный чир, очень хороший, жирный. А местное мясо? С этими работаю, да, с ичугейсами. Я в Тирюте тоже у сестры покупаю. Вот так. Наше мясо слишком дорогое. И мало его. И мало совсем. Здесь чисто жеребятину местную я беру. Хоть она сколько дорогая, но все равно беру. Да, потому что люди просят. Да, люди просят, и как бы все равно, как сказать, наши местные есть местные. Хоть чуть-чуть добавлю, но все равно маленько. Она быстро, все равно много не дают. Вот здесь я продаю. Вот здесь это, чтоб не ответрилось, закрываю. Сейчас уже как бы тепло. Вот. Вот рыбачир, например, караси. Вот делаю строганинки, вот как раз говорил. Вот кубики для салата индигирка. Вот строганина вот в таком виде. Это, например, говядина, баранина, оленина, вот печень говядина. Там у меня жеребятина. И вот еще вот полуфабрикаты бурятские, пельмени, бузы. А вот полуфабрикаты наши. Котлеты, фарш жеребятина, говядина, свинина. Голубцы ленивые и фаршированные, короче, вот так вот. Есть у меня еще вот с Иркутска. У меня там парень домашние котлеты делает. Домашние котлеты, говорю, вот эти колбаски домашние. Они в замороженном виде приехали. Вот так и вот продаю. Вот сардельки, северные там рулеты. Вот так вот, короче, работаем. Пока не жалуемся. Работы есть, хватает.
Работают супруги без помощников и, можно сказать, без выходных. Работают в основном зимой. Летом с хранением сложнее. Купили бы холодильное оборудование, да специалистов по его ремонту нет. А в поселке часто случаются перебои с напряжением в электросетях. Мы вот покупали оборудование холодильное, чтобы круглогодично работать, чтобы была камера, вот, как сказать, холодильная, да? Но у нас не хватает специалистов по обслуживанию вот этой камеры. У нас вот вечно свет же то выключают, то включают, и как лето начинается у нас. И у нас горело. И мы это... Вот я считаю, что мы бы еще уже не стали покупать, решили, что пока это... Потому что специалиста нету, чтоб проверил, вот это все как следует установил. Не хватает вот именно таких узкопрофильных, что ли. Казалось бы, дело налажено, все работает, но неугомонный глава семейства уже строит новые планы. Расширить помещение, добавить ассортимент. Вот, купили оборудование для лепки пельменей, тестомес, фаршемес. Оборудование сначала изучат и опробуют сами, а только потом пригласят и обучат помощников. Тогда уже все узнаем, что да как. Еще хочу на следующий год купить тушенку готовить. Есть, говорят, аппарат. Аппарат есть, говорят, я услышал, да, оборудование есть такое, что тушенку делать. Тогда все полностью буду готов, все узнаю, потом уже расширение и народ позову. Побольше здания сделать и людей взять на работу. Семья Андросовых – один из примеров успешной реализации программы государственной поддержки. С получения социального контракта начала свой бизнес и Анна Березкина. Находясь в декретном отпуске с 3-м ребенком, она решилась сменить статус домохозяйки на самозанятую, чтобы вносить свой вклад в семейный бюджет. Я, когда приехали сюда, сидела полгода за детьми. В это время я занималась, искала себя, занималась очень многими направлениями. Я вышивала, например, и в индустрии красоты тоже пробовала себя. И потом потихоньку начала на заказ сладости, торты делать. Сейчас это увлечение мое, как моя работа. Я сейчас зарегистрировалась как самозанятая и работаю на себя. Делаете выпечку на заказ? Да, торты и сладости. А сладости что имеете в виду? Печеньки, капкейки, детские праздники заказывают. Это востребованная продукция вишнери? Да, я думаю, да, очень востребована, потому что сейчас и по республике рождаемость высокая, например, да, дети празднуют дни рождения, и даже взрослые заказывают своим коллегам по праздникам. У вас есть всегда постоянные есть покупатели? Есть. Но, честно говоря, мне хочется много сказать хороших слов в адрес Ани. Особенно похвалить ее ручки золотые. Я являюсь заказчиком уже несколько лет и пробую ее кондитерские изделия. И каждый раз прям удивляюсь ее шедевральным, таким творческим, красивым, вкуснейшим изделием. Почему говорю творческое, да? Потому что каждый раз, когда к Ане обратишься, а какой дизайн? Ань, на твое усмотрение что-нибудь. И Аня, правда, никогда не подводила. У нее каждый торт – это шедевр. Я, честно говоря, наверное, белой завистью даже завидую Аниной семье, потому что они всегда едят вкусняшки. И хочется Ане пожелать, наверное, всего хорошего в плане дальше развиваться, не стоять на месте и, конечно же, радовать нас, заказчиков, своими новыми и новыми вкусняшками, шедеврами, тортами, пирожными и так далее. Когда мы пришли в квартиру Березкиных, Анна работала над заказом, оформляла торт. У детей свои интересы, и можно позаниматься на тренажерах.
А вот так далеко не каждый сможет. Здесь главный тренер – папа. Надо сказать, Березкины – спортивная семья. Родители полюбили спорт еще будучи школьниками. Анина бабушка, Марфа Захарова, в свое время рекордсменка республики по бегу на дистанции 800 метров, призер Дальнего Востока. И сама Аня в школьные годы занималась бегом, была в составе команды военно-спортивного клуба, участвовала в улусных и республиканских спортивных соревнованиях. С 4 класса на секции вольной борьбы записался, и так и школу закончил до 11 класса. В школе особо таких результатов не было. Выше района не поднимался. А потом в 11 классе на республиканском соревновании по борьбе Хапсагай, невольная борьба, среди взрослых занял первое место. Это было как-то неожиданно. И первый шаг к мастеру спорту сделал. Первые баллы взял. И потом студенческие годы дальше начал заниматься. Все равно не бросил. Учеба у меня не спортивная была, другая инженерно-техническая. И параллельно все равно занимался спортом. И так и в итоге заработал мастера спорта в конце студенческих лет. Вот. И после студенчества тоже занимаюсь все равно потихоньку. Мальчишек привлекаешь? Мальчишек, да, детей своих всех привлекаю к спорту. В прошлом году на республиканском турнире по борьбе Хапсагай памяти Савелия Конешникова, где успешно боролись Павел и оба его сына, семья Березкиных получила специальный приз – телевизор. Неожиданный и приятный подарок. То, что начали с младших лет, стараемся не пропускать, мероприятия, которые ежегодно проходят, например. Стараемся по мере возможности участвовать. И вот, например, соревнования по шашкам, и по олимпиадам, и по научно-практическим конференциям. Каждый год стараемся, учим, готовимся. И также младших детей тоже приучаем. Много приходится помогать детям? Много, очень много времени надо уделять детям. Если запланировали, то стараемся, да. Своим временем лестно жертвуем. Все хорошее и плохое закладывается человеку с детства. Все нормы и правила поведения ребенок получает от родителей, бабушек и дедушек. На их примерах он учится, перенимает опыт, модель поведения и отношение к окружающему миру. Это хорошо понимают в семье Березкиных. Стараемся для детей дать того, что нет в Уснере, например. На лыжах здесь не катаются, например. Вот поэтому я своей инициативой, одалживаю лыжи у кого-нибудь или приобрели. И каждую весну всей семьей тоже катаемся, чтобы дети знали лыжи. Я по себе все это знаю, что надо, чтобы с детских лет дети знали, что такое лыжи, как с ним работать, кататься. Вот воспитание детей стараемся то, что сами умеем, знаем, детям передать, и чтобы они тоже умели научить, показать. Стараемся все пока так. Но дети растут, сейчас уже более самостоятельно становятся, поэтому уже легче понимать. Что может старший? Вот, например, остались они дома одни, да? Бывает такое? Что можно ему поручить? Может убираться, может еду себе приготовить, яичницу, оладьи он умеет очень хорошо готовить.
Ну, там бутербродики быстренько. Ну, с голоду не помрут. Нет, конечно. Самостоятельный. Каждый житель Уснеры рано или поздно, но обязательно поднимается в горы, окружающий поселок. Павел имеет опыт восхождений. Анна же, приехав в Ваймиконье, увидела горы впервые. Мне было очень интересно, в какую среду я попаду, окружение, природа. Ну, по слухам слышала, рассказывали, но хотелось очень увидеть своими глазами. В мои края там гор нет. Я в горы впервые, когда я сюда приехала, только увидела. Вот мои эмоции примерно представляете, наверное, когда... Расскажи. Уснера нас... Вы приехали или прилетели? Мы в Тамтор прилетела с ребенком, потом с Тамтора сюда на машине приехали. Осенью в августе приехали, темно было, как раз вот перевалы, все горы, когда уже темно мы проехали. Потом утром, когда я проснулась и заглянула через окно, там красота была. Вот. Потом, ну, Уснера встретила нас очень хорошо. Я без никаких, все сразу понравилось. И потихоньку начали, да, общаться, знакомиться с друзьями, с людьми. Он сел там без гор. Там что? Да, там Аласы, неизменность. Ага. Вот из такой природы сюда приехала. И задержалась. Например, на горнолыжку уже ходила? Да, ходили. Ага, несколько раз. И с куда-нибудь семьей. поднимались в горы куда-нибудь? Вообще в горы? На горнолыжку всей семьей мы были. Всей семьей на горнолыжку ходили, там катались, отдыхали. На леднике тоже. На леднике были. Вот. И с женой были вот... Через реку. Через В ту реку. сторону. А на Киселях? На Киселяхе. Таскоставы. Там были тоже, с ночевкой ходили, на вершину поднимались. На Афродиту я сам был один, ну, из семьи имеется в виду. 2 раза он поднимался на Афродиту. 10 лет назад. 10 лет назад, это весной было, и в 24 году первое зимнее восхождение. С Евгением Кривошапкиным. С командой. При минус 40 поднялись, обратно вернулись. Все. И из ближайших гор был на Юрбе тоже. Родители – это главные люди в жизни ребенка. И показывая детям каждодневный пример, родители передают им все самое лучшее и достойное, что в свою очередь передали им их родители. И Павел и Анна хорошо понимают, что заложенные ими важные качества их дети возьмут во взрослую жизнь. А сейчас, пока дети растут, для их благополучия трудятся родители. Нелегкое кондитерское дело приносит доход. И пока отец на работе, у мамы остается время на общение с детьми. Почему так происходит, что все для детей? Потому что так и есть. Ради детей же живем. Сейчас получается, что ради детей все, чтобы дети все знали, все как бы... Да, Впитали в себя все, что... мы знаем и добились чего мы не добились, например, используя все это. Стараемся им все дать. Пока они растут, пока они чуть-чуть подрастут, и они уже сами самостоятельно станут. Поэтому стараемся много времени уделить им, и как бы получается, да, для детей. Все для детей.